Нежный и воздушный, любимый с детства, белорозовый. Классический зефир любят сладкоежки разных поколений. Это угощение можно приготовить дома или найти тот самый вкус на полках магазина. Сейчас расскажем, как выбрать зефир. Я вижу, что сейчас не так, как в нашем детстве, и даже не так, как 5 лет назад. Сейчас уже составы изменились в худшую сторону. На производство классического белорусского зефира уходит 24 часа. Его выпускают до сих пор. Современные технологии позволяют сократить производство сладости до 2 часов и разнообразить хорошо знакомое лакомство новыми начинками и добавками. Но разнообразие вкусов не должно уступать качеству и пользе продукта. Выбирайте сладости с понятным составом. Основные ингредиенты зефира – это сахар, фруктовое пюре, чаще используется яблочное, яичный белок в качестве пенообразующего вещества. И для закрепления пенной структуры используется пектин или агар. Но кроме того, в качестве вкусового компонента и технологической добавки используется лимонная кислота. Многие производители заменяют яблочное пюре на фруктовое. Ничего плохого в этом нет. Главное, чем больше тех самых фруктов в сладости, тем лучше. В составе этот компонент должен стоять в идеале на первом месте, но хорошо, если и на втором, сразу после сахара. Согласно рекомендациям ВОЗ, употребление сахара должно составлять не более 10% от суточной калорийности. Если в среднем человек потребляет 2000 калорий, то на долю сахара должно приходиться 200 калорий. Это то есть 50 грамм сахара. 100 грамм зефира, 50-55 грамм сахара, то в день стоит съесть не более 2 зефирок. При этом уже чай-кофе нужно пить без сахара. Несмотря на большое количество сахара, многие считают зефир полезным. Во-первых, по сравнению с другими сладостями он не самый калорийный, а во-вторых, в составе знакомые ингредиенты. В зефире понятный состав. Мы просто видим сахар, яичный белок и яблочное или какое-либо другое ягодное пюре. Нам он понятен, это не торт вот с таким огромным составом, где вообще непонятно, что происходит. И он нам более подходящий по месту вообще нашего жительства, потому что эти яблоки явно выросли на нашей территории, и вот они переработались и стали вот такой вот сладостью. Наслаждайтесь фруктово-ягодным десертом, но не забывайте о калориях. Отдавайте предпочтение сладостям с наибольшим количеством фруктового пюре и понятным составом. Теперь вы знаете, на что обратить внимание при выборе зефира. Приятных вам покупок!